арабские страны и Россия поприветствовали решение главы палестинской автономии Махмуда Аббаса о проведении президентских и парламентских выборов. Голосование не проводилось там более 15 лет. Палестинским фракциям удалось договориться, даты уже назначены. Центральная избирательная комиссия палестинской автономии начала подготовку к выборам. Жители активно обсуждают решение Аббаса. Самая обсуждаемая новость – выборы. 22 мая парламентские, 31 июля президентские. Одновременно в Иудее и Самарии, а также в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме. Здравствуйте, доктор Басам. Здравствуйте, дорогой Олег. Давно не встречались, давно не общались. Но тема сегодняшней нашей беседы, наверное, будет о народе Палестины. В жизни палестинского народа должны какие-то новые изменения. Насколько они будут характерны и насколько они будут возможность повлиять на образ жизни современного палестинского народа, трудно пока говорить. Будущее у палестинского народа – это свобода. Свобода Родины, свобода от оккупации, свобода от всего, что мешает им жить. И развиваться, наверное, да? Народ. И развиваться. Да. Потому что без этого немыслимо. Никаких выборов не могут заменить свободного народа от оккупации. Вот Палестина должна была бы, по идее, быть свободной еще в 1998 году. По соглашению Ословские, которые не удовлетворяют даже палестинский народ, не удовлетворяли. Израиль должен был дать свободу палестинскому народу в 1998 году, но Израиль нарушил все соглашения, которые были подписаны с Организацией освобождения Палестины. Доктор Басам, прошу прощения. Сколько сегодня в современном мире стран поддерживает палестинский народ? Больше 136 государств мира признали Палестину, палестинский народ как право за ним. Да, за независимое государство. Тогда, когда Израиль признали меньше 100 стран. То есть это говорит о том, что все-таки народы мира, несмотря и государства мира, несмотря на со стороны Соединенных Штатов Америки и мировой сионизм, все равно народы понимают, что совесть какая-то жива. И многие государства мира считают, что они не могут идти против воли народа, который стремится к свободе. Палестина, которую сегодня отмечаем крещение Христа. Иисус Христос, уроженец Палестины, его мать Мария из Назарета, чистая кровная палестинка. Да, и вы представьте себе Палестину, которая подарила миру мир, свободу, христианство, любви, радости, взаимопонимания, согласия, приближения к Богу, упокоения души. Палестина сегодня лишена этого мира, лишена свободы. За что? Но у израильтян же, они же не христиане, они иудаизм. Иудаизм. Поэтому кто дал право? То есть Палестина – это родина 3 религий на земле? Сказать, что родина 3 религий, это не совсем верно будет. Это религия. Потому что первое место, куда молились мусульмане, было Иерусалим. Мечеть Аль-Акса. Это первое место. И Христос, палестинец, родился на палестинской земле. А иудаизм, как даже пишут в Тора и так далее, пришел из Египта. И есть еще информация, что вообще, даже в Торе, то, что написано, это все описывает Йемен. То есть они выходцы все-таки из Йемена, не из Палестины. Палестина к этому отношения не имеет. Но, так как все на протяжении тысячи лет все оккупанты шли к Палестине, хотели быть ближе к святым. Ну да, как же. Да, Палестина... В Палестине, когда пришел иудаизм, часть палестинского народа приняли иудаизм, религия. А потом, когда христианство, часть палестинцев, подавляющее большинство, приняли христианство. Когда пришел ислам, часть палестинцев приняли ислам. Вот и все. Но христианство – это не нация, это не национальность, это религия. Так же, как иудаизм – это не национальность, это религия, так же, как ислам. Это на 100% хорошее решение. Мы шли к выборам более 15 лет. Если мы хотим государства, следовательно, мы обязаны строить демократию. А демократия – это выборы.
Мы нуждаемся в демократических процессах, способных привести к радикальным изменениям, будь то в правительстве или национальном совете. Эти структуры существуют уже много лет, нуждаются в обновлении и молодой крови. 85-летний глава автономии Махмуд Аббас подписал указ о проведении выборов и продемонстрировал документ на пару с 86-летним главой Центра избиркома. Ханна Наср на пресс-конференции заметно нервничал и взывал к Западу. Избирательный комитет будет контролировать выборы и станет единственным органом, ответственным за выборы. С другой стороны, мы призываем различные секторы наблюдать за выборами. Мы призываем европейцев, даже американцев. Мы призываем всех, у нас нет проблем с наблюдателями. Нет проблем с выборами у Хамаса. Группировки приветствовали назначение дат голосования и призвали к созданию такой атмосферы, которая позволит сделать процесс свободным и честным. Хамас, контролирующий сектор Газа, надеется получить контроль и над западным берегом. Речь идет о партиях ФАТХ и Хамас. Для российским зрителям это сложно ориентироваться. И за что они борются? Можно вот этот вопрос как-то прояснить? Расскажите нам. Конечно. Что такое ФАТХ, что такое Хамас? Организация освобождения Палестины ФАТХ появилась после оккупации Палестины. Она была тайная организация. Еще в 1945 году, когда Великобритания готовила Палестину, после завещания или обещания Балфура подарить Палестину для евреев, чтобы создать государство. Земля без народа, для народа без земли. То есть он такую ложь распространил на весь мир, что Палестина там народ нет, надо ее передать для народа, который не имеет земли. А тогда кого оккупировала Великобритания в таком случае, если там народ нет? Палестина же была оккупирована со стороны Великобритании. И началось тогда подготовление к созданию Израиля. И тогда в 40-х годах еще мой отец, Фатхи Аль-Балави, который уехал в Египет и был студентом, создал союз палестинских студентов в Египте. И присоединил к нему Ясер Арафат, присоединил Салах Халаф, присоединил все, которые потом стали руководители Организации освобождения Палестины ФАТХ и ООП. Доктор Басам, прошу прощения, вот давайте-ка вернемся к картине. Да. Мы можем показать зрителям? Ну, конечно, вот он, рядом с Ясером Арафатом в коричневом, это мой отец, который создал Союз палестинских студентов в Египте в 1945 году. Этот союз, который потом, практически в нем он собрал самых главных людей, подбирал, которые потом создали вместе с ним Организацию освобождения. Мой отец, которому палестинский народ знает и гордится, и мы, его дети, гордимся, что он такую роль играл в жизни нашего народа, многострадального народа. Вот поэтому я очень хорошо знаю эту историю и могу дальше вам рассказать, что вот ФАТХ именно появилась в результате оккупации, то есть сопротивление палестинского народа, чтобы освободить свою родину. В 1965 году, 1 января, официально объявили о ее создании. До этого шла подготовка 20 лет. Эти люди фактически руководили палестинского народа. Вожди. Да, вожди. Они руководили, но это была как тайная организация. Официально 1 января 1965 году. В 1965 году. Ну, я зрителей Самана ТВ вот еще раз покажу. Доктора Басама, с которой я беру интервью. Вот он справа, его отец, третий человек. Рядом Ясером Арафатом. Ну, Ясер Арафат — это легендарный вождь палестинского народа. Кстати, вот эта картина, которую писал Анатолий Силов. Да, Чуваш. Да, Чуваш. Анатолий Силов писал эту картину 1 год. Он собрал в эту картину историю Палестины на протяжении 1000 лет.
быт палестинского народа, национальная одежда, фольклор и отдел палестинских лидеров, вождей, национальная палестинская одежда из разных городов, деревень и так далее. И показывали войны, оккупация над Палестиной, захват Палестины, показывал мечеть Аль-Акса, храм Рождества Христова, показывал Иисус Христос, как благословляет палестинские земли, еще там два из его учеников. И понимаете, пусть будет как-то сюрприз, приятный сюрприз для чувашского народа. В конце прошлого года официально Палестина, значит, организация Божьей земли, Святая Земля, выбрала президент Алжира, как человеком года в Палестине из Алжира, из Чувашии, из России, из бывшего СССР Анатолий Силов за эту картину. Ну. Потому что эта картина нет аналогов в мире. И Анатолий Силов скоро, буквально, может быть, в течение нескольких дней, уже вся Палестина будет объявлен, что вот такой человек, великий художник из Чувашии, стал человеком 20-го года в Палестине. За его уникальное, неповторимое картину. То есть он приобрел почетное звание? Человеком года в Палестине из бывшего СССР, Россия. Ага. Понимаете, из Чувашии один раз давали из политических деятелей, российские политические деятели, это было в 16 году, дали Михаилу Васильевичу Игнатьеву за его отношение к палестинскому народу, за то, что он стремился развивать отношения к Палестине, дали это звание. А в этом году дали президенту Алжира, тоже за поддержку палестинского народа, и дали Анатолию Силову. То есть мир будет смотреть на Анатолия Силова, на Чувашию. Он прославляет Чувашию, что вот какой народ в Чувашии, который стремится к справедливости, который видит историю других народов. Силов изучил историю Палестины на протяжении 1000 лет, пока он год писал эту картину. Это Палестина, которая сейчас, на сегодняшний день, Израиль полностью оккупирует. Независимо от того, какие выборы будут в Палестине, кто президент, кто правительство. Наша цель палестинцев вернуться к себе на родину назад. То есть вернуть свои исторические земли в те вот границы. Вот наша родина, которую Израиль оккупировал с 1948 года. Эта родина наша небольшая, 27 тысяч квадратных километров, но 0,9 еще квадратов. То есть 27 тысяч, но 0,9 квадратных километров. Ну, Боже мой, на них должны жить почти 20 миллионов палестинцев, из них в изгнании почти 15 миллионов беженцев. Где они должны жить? Израиль на сегодняшний день контролирует вся эта территория. Это же невозможно так. Хамас приветствует указ о проведении президентских выборов и выборов в законодательный орган, а также выборов в Палестинский национальный совет. Хамас заявляет о своей крайней заинтересованности в том, чтобы этот процесс был успешным и принес пользу палестинскому народу, который имеет право выбирать своих представителей. В последние месяцы мы работали над устранением всех препятствий, потому что считаем, именно народ должен выбирать своих представителей. Мы подчеркиваем важность создания необходимой среды для проведения честных и прозрачных выборов, чтобы палестинский электорат мог выразить свою волю без ограничений или давления. Значит, Фатх таким образом с 1965 года начала борьбу за возвращение палестинских беженцев на родину, за освобождение свою родину, в котором включился практически весь палестинский народ. Шли сражения партизанские, сначала с Иорданией, потом войны были, потом переселились в Ливане, оттуда тоже продолжали борьбу, их потом Израиль несколько войн против них организовал, разрушил Ливан, убивал очень много палестинцев, геноциды совершал, Сабра-Шатила и других геноцидов. И в результате палестинское движение вышло в разных странах мира, были распределены партизаны в арабских странах, Арафат, его штаб-квартира стал в Тунисе. И это было в 1982 году, уже вышли из Бейрута после сражения с израильской армией. И вы знаете, вот это все еще Хамас не было создано. И только Хамас в 1989 году, это возникает, в 1989 году. В 1989 году было создано Хамас. Что такое Хамас? Хамас это люди, которые находятся в секторе Газа в основном. Кто в секторе Газа живет? Вот это беженцы, палестинцы, основная масса, подавляющее большинство,
палестинские беженцы. В секторе Газа 2 с лишним миллиона палестинцев. Это То есть два. палестинцы. Это беженцы, которые хотят вернуться народу. То есть Израиль выгнал из территории Палестины. Большая часть расселил их в сектор Газа и окружил блокаду военную. Армия Израиля там стоит. Сектор Газа меньше, чем Чуваши в 60 раз. И то количество населения, которое сегодня в секторе Газа, если разделить это на территорию Чуваши, ну, представьте, если в Чуваши будут жить не 1 200 000, не 1 300 000, как сейчас, а будут жить 135-145 миллионов населения. Вот такая плотность населения в секторе Газа. Да. Поэтому не случайно и руководители разных стран мира, в том числе Эрдоган, говорит, что вы создали здесь самые большие тюрьмы в мире. Открытие тюрьмы, вы загнали народ. Турецкий президент. Да, вы загнали народ здесь. Вы что делаете? Да. И не пускай. Я, допустим, моя мама живет в секторе Газа, я не могу ее увидеть уже 22 года. Таких, как я, немало людей, миллионов людей не могут соединиться с семьями, понимаете? И хорошо, Хамас что хочет? Хочет освобождения свободы. И я скажу, даже доступа в эту страну у вас нет. Доступ один раз в год откроет на один день, на полдня, пропустит 100 человек или 50. А как я? А если даже пойду, и вдруг меня пропустили, а потом не выпустят, и что мне делать? Да, это что за жизнь? А как семья? То есть это тюрьма народов. Тюрьма народов. Поэтому палестинский народ, цель это не выборы президента или правительства, цель это свобода Родины. Вернуть свою Родину, вернуть свои дома, свои города, свои земли. У меня, допустим, моя мама из города Алеп, это рядом с Тель-Авивом. Давайте вспомним 46-й год, когда... 47-й. 47-й. То есть Сталин когда создал? В 46-м? В 47-м, когда в Организации Объединенных Наций объявили о резолюции 181 о разделе Палестины на 2 государств. 29 ноября. Смотрите, а именно ли Израиль тогда называли государством? Мне кажется, Израиль-то как раз и автономию предлагали. Они предлагали разделить Палестину на 2 государств. Тогда Великобритания заканчивала мандат над Палестиной и дать палестинцам 45% своей территории и отдать остальной для создания государства Израиль. Вот у нас там картина в 1947 году как раз есть план, на котором Сталин голосовал. Это получается 3-я картина, если вы там посмотрите, 3-я картина. Да. Вот там, по крайней мере, там палестинцам остаются приличные территории, хотя бы 45%. Хотя палестинцы были большинство населения и владели 97% территории. Земель была собственность палестинского народа. Ну, давайте вернемся к Иосифу Сталину. Вот смотрите, Сталин-то как раз и помог и вооружением после войны, что там будет коммунистический строй с коммунистическим лицом. Поддержал, подписал, помог становлению. Но ведь вскоре помощи более не было, потому что через год уже американцы начинают помогать. Они... Деятели сионистские движения. Так. Сионистов они использовали. Ну тогда был Бен-Гурион был. Бен-Гурион и так далее. Они обманули Сталина. Они ему преподнесли, что там будет социалистическое государство, коммунистическое. И таким образом весь Ближний Восток, потом все эти страны будут как к Советскому Союзу, как продолжение, как коммунисты будут. Коммунистические. Там есть 2 города в Палестине, одни русские живут, еще 500-600 тысяч лет. Понимаете, Бет-Сахур, Бет-Джала и Вифлеем, там у них имена русские. Они по-арабски говорят, но это имена русские, они русские, они происхождение русские. Русские, да? Русские, они живут, настоящие русские, они верующие в Бога, когда приняли христианство, они переехали и остались жить в Палестине. Иван Яковлевич Яковлев, вы говорили, что в обществе дружбы Палестины... Российско-палестинское общество дружбы, которое при Российской империи было. Он каждый год вносил 25 рублей копилку, свой, царскими рублями. Да, взнос в этой организации. Он отправлял своих учеников в Палестине. Он отправлял паломников в Палестине. Он большим другом палестинского народа был. Он развивал это отношение с палестинским народом. И, наверное, это дорого стоит, чтобы вспомнить. Конечно. То есть мы это не должны забывать. Конечно. Вы знаете, отношения Палестина-Россия длится более 1000 лет. 1000 лет, да.
тысячи лет это То есть отношения дружба и веры в согласие. Бога. Да, дружба и согласие и так далее. Поэтому мы видим роль России велик в восстановлении мира на Ближнем Востоке. И завершая оккупацию Палестины, ведь это позор, что палестинский народ, Палестина, который подарила миру мир и христианство, в нашем 21 веке остается оккупированной, ее народ превращен в раби, в рабстве. В рабстве. Это что такое? Это позор мировой цивилизации, это черные пятна в истории. В начале года Абу Мазен сообщил, что получил послание от главы Политбюро Хамаса Исмаила Хании. В письме последний предлагал Раису покончить с расколом и достичь национального единства через проведение демократических выборов в ближайшие полгода. Мы находимся на новом, многообещающем этапе. Заключение внутрипалестинского соглашения станет для нашего народа историческим достижением. Достижение это, о чем открыто говорят и в Газе, и в Рамале, во многом заслуга Египта, Турции, Катара и России. И в предстоящих выборах, по словам представителей Хамаса, этот квартет выступит и гарантом успеха голосования. Но до этого в ближайшее время должна состояться еще одна встреча представителей двух палестинских фракций в Каире. В столице Египта будет утвержден окончательный текст соглашения о примирении. Прежде всего, проблема этих выборов – палестинский раскол. Во-вторых, Фатх до сих пор не готов к выборам, поскольку он сталкивается с внутренними вызовами и конфликтами по различным вопросам, таким как правительство, преемственность, неукомплектованные места в Организации освобождения Палестины, проблемы в отношениях Фатха и самой ООП. Существует большая конкуренция и есть расхождения во взглядах по многим вопросам. Более того, Хамас на стороже, и есть и другие палестинские фракции, которые будут претендовать на участие в выборах, если они состоятся. А у нас силы нет, как мы можем сражаться? Допустим, мы должны переговоры, а переговоры ничего не дают. И вот поэтому у них в этом есть разногласия, метод борьбы. Но у них цель одна – свобода палестинскому народу. Хамас никогда в жизни против евреев, которые живут в любой стране в мире, не вела ни одной убийства или террористские акты. Никогда. Она только на свою родину пытается освободить ее. И Фатх тоже пытается освободить свою родину. У каждого государства, как бы в современном мире, руководитель, президент, ну как бы мы его ни назвали, он должен вести за собой народ. Правильно. Я хочу вам сказать, дорогой, Да. что Хамас, вот есть видео, которое мы с вами видели, Хамас, вот некоторое террористическое, не террористическое, спрашивается, да, ваши партизаны воевали против гитлеровской оккупации, они что, были террористами? Нет. И цель Фатх освободить родину. Хамас считает, что путем мирные переговоры потерпели крах. Ничего там не давали нам абсолютно. Израиль продолжал аннексировать земли, строить поселения. На протяжении более четверть века мирных переговоров наша территория, которую должна была Израиль отдать по соглашению, Островское соглашение, там 5600 квадратных километров, из нее осталось почти 1000 только квадратных километров. Все. Они все под поселение. То есть это как раковая опухоль, вот как вы снимали сейчас эту карту, вот как она происходит, и уменьшается, земля не остается. То есть они использовали эти мирные переговоры для того, чтобы завладеть остаток палестинской территории. Аль-Марси предлагает не сбрасывать со счетов израильские и американские факторы. У Израиля есть однозначная позиция в отношении Иерусалима и проведения выборов. Израиль хочет, чтобы выборы соответствовали норвежским соглашениям, а также обеспечивали власть в автономии и способствовали сдерживанию Хамаса. Нужны ли Израилю выборы, которые усилят палестинцев? Это довольно важный вопрос. Более того, американская позиция. Согласится ли администрация Байдена на создание правительства, состоящего из Хамаса и других организаций, которые классифицируются как террористические? Палестинцы надеются, что 46-й президент США Джо Байден восстановит в полном объеме помощь автономии, в которой Дональд Трамп отказал. А потому, по мнению аналитиков, американский фактор будет играть определяющую роль во внутрипалестинских вопросах. Палестина в ожидании политики американского нового избранного президента Байдена. И вот здесь можете ли вы утверждать, что Байден отнесется немножко иначе палестинскому народу? Я вам скажу, мы, палестинцы,
привыкли не верить ни одной политической фигуре в Америке. Ни один президент. Мы поверим Байдену, если он скажет: я пришел сюда для того, чтобы привести в действие резолюции Организации Объединенных Наций Совета Безопасности ООН, 181-я резолюция, которая гласит, что Палестина там 45% своей территории сохраняется, Израиль 55%. Мы должны этот вопрос решить и покончить с оккупацией. Мы должны следить по резолюциям ООН, Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности. Палестина должна стать свободной и, допустим, пускай он скажет, сохранит государство Израиль, которое мы не поддерживаем это, потому что это наша территория, там похоронены наши деды, отцы и так далее. Но даже если будет, то нам надо вернуть хотя бы свои дома, свои города и так далее, пусть будет. Но нам надо вернуться, нам надо вернуть свои дома. Ну что ты создал мне там другое государство, а мой дом, здесь похоронен мой дедушка. У моей, допустим, мама в город Аллет, там 3-этажный коттедж, 50 гектаров земли плодородные, мебельная фабрика, деньги были в банке, все это пропало, все это было отнято. И что, если ты там создал, значит, я должен это потерять, что ли? У меня есть документы, что это моя собственность. То есть мы поверим Байдену, поверим американская политика, если они скажут: мы должны по отношению к Палестине соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Организации Объединенных Наций. Тогда поверим ему. А так, они же приходят к власти как? Они не то, что там приходят к власти, чтобы какие-то там планы у них по американской экономике. У них первые пункты — защита Израиля. Защита интересов Израиля. Ну а как так? Ты же, тогда давай назовем Соединенные Штаты Америки, назовем его Израиль. Не надо называть Соединенные Штаты Америки. В Америку ты не имеешь права критиковать Израиль. Ты можешь критиковать Америку, проклинать ее президента, ее правителей все. Но только попробуй критиковать израильские преступления, и геноциды, которые Израиль совершает. Это же дико, это ненормально. Это получается, Америка тоже под оккупацией находится, что ли? Понимаете, Байден... То есть вы хотите сказать, что Америкой управляет Нетаньяху? Однозначно. А можете себе представить, что Нетаньяху во время, когда был Барак Обама, приехал в США, отказавшись встречаться с Бараком Обамой, собрал американский конгресс, выступал и критиковал Обама и уехал. Проблема в Палестине не между евреями и палестинцами, не между евреями и арабами. Проблема — это сионизм, который их столкнул. Потому что на основании этой идеи они отобрали у палестинцев их родину и создали там государство и разогнали палестинский народ повсюду. Поэтому это самая страшная проблема. Сионизм сталкивал палестинцы, арабы с евреями. Сионизм их там собрал. Сионизм устроил эти войны все, эти сговоры все. Поэтому даже Жириновский даже говорил о том, что даже сионисты договорились с Гитлером уничтожить 6 миллионов евреев для того, чтобы потом создать государство в Палестине. Это Жириновский, если уже так говорят. Поэтому здесь я хочу сказать одно, что мы, палестинцы, ждем только справедливости. Кроме справедливости нам ничего не надо. Если господину Байдену очень хочется поддержать Израиль, пусть он дает им у себя в Нью-Йорке или в Вашингтоне родину и оставит наша маленькая, чуть больше Чувашия наша родина, оставит ее спокойно для нас, чтобы мы могли там дальше жить и развиваться, и со всего цивилизованный мир делать наш мир лучше. Разговоры о необходимости провести выборы велись давно, но подтолкнуло к форсированию решения подписания договора о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном на лужайке Белого дома. В Газе и Рамале в один голос уверяли, позорные сделки, заключенные в Вашингтоне, не заставят палестинцев отказаться от права на независимость. Сейчас палестинские политики заняли выжидательную позицию. Уход Трампа – благо для всего мира. Весь мир, наш палестинский народ избавится от авантюры дискриминационной политики Трампа. Что касается нового избранного президента, мы с нетерпением ждем, как сказал Абу Мазен, начала совместной работы, чтобы добиться выполнения решений ООН и положить конец оккупации.
И все же в вопросе урегулирования ситуации в регионе палестинские фракции демонстрируют завидное единство, отдавая предпочтение российскому фактору. В обоих анклавах настаивают на участии в процессе президента Владимира Путина. Сам Путин неоднократно заявлял, что готов предоставить московскую площадку для переговоров с Израилем. Глава Кремля не раз встречался с Аббасом и в Москве, и в Рамале, но никогда не принимал представителей Хамаса и исламского джихада. Группировками из сектора Газа занимаются на Смоленской площади, в МИДе. Уважаемые гости, дорогие друзья, мы рады приветствовать на встрече в Москве представителей большинства, если не всех, отрядов наших палестинских коллег. Премьер-министр Израиля Нетаньяху, встречаясь с Трампом, американским президентом, много ли он добился? У президента Трампа добился очень много, но они такие: палец отдай, они целую руку укусят. Он хотел, чтобы Трамп начал войну против Ирана. Поэтому он все время только брат, взять, больше ничего, они ничего не дают. Вы понимаете? Вы смотрите, он попросил Трамп, чтобы Трамп ему подарил город Иерусалим, столица государства Палестина. Испокон веков, вечная столица, вечный святой город Палестина, где евреи ничего никогда не имели, как их археологи доказали по исследованиям. И что вы думаете? Трамп взял, подписал, что вот ваша столица Иерусалим. Извини, да, я помню. Господин Трамп, ты можешь подарить Вашингтон, ты можешь подарить Нью-Йорк, ты можешь подарить любой город у себя в США, но ты не можешь подарить Палестину. Не можешь подарить столицу Палестина твоему любимому Нетаньяху или Израиль. Ты не можешь Чебоксары подарить им. Ты не можешь подарить им Москва. Ты можешь только своего, если хочешь. И потом бац, и дарить ему голландские высоты. Сирийская территория оккупированная. Это же парадокс. Как это понять? И Нетаньяху, который каждые несколько недель бац и приезжает в Москву, встречается с нашим уважаемым президентом Путиным, иногда даже был с ним на 9 мая, 75 лет победы, или до этого, 9 мая, и параллельно в это время его армия, авиация бомбила Сирию, которая защищает Россию. И постоянные налеты над Сирией, бомбит Сирию, убивают сирийские, асадские союзники, армия Сирия, союзники Россия. Это что такое? Ну, то есть, получается, Нетаньяху нельзя верить. Ни в коем случае. Он одно делает. Не то, что верить, доверять даже. Он говорит одно, делает другое. Он налеты над Сирией, больше 1000 налетов. И бомбит Сирию. Как понять? Фактически функционируют два правительства. Одно в Рамале, второе в Газе. Причем действуют они совершенно независимо друг от друга. И несмотря на то, что мандаты руководителей давно истекли, большая часть международного сообщества легитимным представителем палестинского народа считает Аббаса. Первой попытки внутрипалестинского перемирия пришлось ждать около 7 лет. 23 апреля 2014 года лидер исламского движения сопротивления Исмаил Хания заявил, многолетнему конфликту с Фатхом положен конец, и в течение 5 недель будет сформировано Временное правительство национального единства. План провалился. Как говорится, надежда умирает последней. Но вот перспективу развития, вот там же еще ставится вопрос, значит, Палестина, Израиль, Россия. Вот как бы геометрическая, рисунок геометрический, 3 точки опоры. Черчилль когда-то сказал. Россия как бы между вот этих двух. Да. Черчилль когда-то сказал, если русские не будут, не будет мир. Если американские не будут, не будет войны. Я с вами абсолютно. То есть, да. абсолютно Россия гарант мира. Россия на сегодняшний день единственная. Потому что русский народ гуманный народ. Русский народ, русская душа, нет такая душа, как русская. Это самая великолепная, самая прекрасная.
самая тонкая, самая душевная, самая щедрая душа. Русский народ никогда он не будет смириться с несправедливостью. Я, живя в России на протяжении 38 год уже пошел, я не нашел ни одного россиянина, который бы, допустим, был за геноцид против палестинцев, который был за то, что Палестина осталась оккупирована. Который бы не понимал эту проблему. Да, с кем бы ни общался, они всегда с сочувствием, с солидарностью хотят, чтобы палестинцы все-таки жили, как они. Это говорит о величине этого народа, который имеет очень богатую историю. Широкую душу. Широкую душу, мучительные страдания он испытал, войны. И как он освобождал свою родину, когда на 2 солдатов 1 автомат был. Я представляю эту историю. Это же надо, вот как сражались, не имея достаточных боеприпасов, не имея оружия особо. Но родина, когда требовала, они Люди погибали, умирали. погибали. И поэтому Россия, у нее все возможности играть главную роль в регулировании этот вопрос и решить наконец-то судьба палестинского народа, помочь им возвращаться на свою землю, на свои города, которые Израиль оккупировал в 1948 году. Так. И Россия имеет возможность нажимать, надавить, чтобы были соблюдены все резолюции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН. В середине ноября 2020-го очередной раунд переговоров состоялся в Каире, но вскоре Рамалла объявила о восстановлении координации с Израилем. Это вызвало резкое осуждение со стороны Хамаса. В исламском движении сопротивления Фатх обвинили в срыве процесса палестинского национального примирения. Учитывая все это, несмотря на то, что даты проведения выборов уже назначены, не исключено, что голосование так и не состоится. Ну, наша беседа как бы идет к концу. Чего ждать палестинскому народу? Какие перспективы от того, что там палестинский народ изберет президента своего? Ну, должен же быть вождь, глава народа. Как вам это видится? Да, как я вам сказал, что палестинцы находятся в ожидании, в надежде. Палестинский народ, больше почти 15 миллионов, находится в эмиграции, вынужденной эмиграции, в изгнании. Где-то около 6-7 миллионов находятся вокруг Палестины. Там в Иордании около 5 миллионов, в Сирии, в Ливане, в Египте, в Египте немного и так далее. А почему вот в Египте так холодно? Ведь это же также арабское государство, но он не очень-то... Да, это потому что, к сожалению, после Кэмп-Дэвидского соглашения, которое подписал Анвар Садат с Израилем, египетское правительство стало заложником этого соглашения, и она по ней должна защищать Израиль. Да, И, к сожалению, не очень дружелюбно. К сожалению, некоторые арабские руководители ставники Израиля. Израиль поэтому манипулирует, ведет эта игра. Ведь, по сути, арабский мир был оккупирован со стороны Великобритании и Франции. И когда произошел раздел мира после того, как Вторая мировая война закончилась и так далее, они придумали, как создать другое государство, другая армия, которая будет сохранять, защищать их интересы на Ближнем Востоке. И таким образом они придумали евреев собрать, Израиль создать, который будет защищать интересы Запада и США на Ближнем Востоке. Доктор Бассан, давайте-ка вспомним, как только Израиль провозгласил себя как государство, Да. на другой же день, по-моему, Египет отправил самолеты и бомбили Израиль. Израильские вот эти... Не Египет, Египет был, да, давайте вспомним. Египет же был под оккупацией Великобритании. Да, он как он мог? про-английский был. Да, как он мог отправить армию свою, освободить Палестину, если он самооккупирован? И Иордания то же самое, Сирия то же самое. Самолеты вторглись же в Хорошо, египетские. вопрос задаем. Ага. Как тогда лучше было себя освободить, а потом дальше идти других освобождать? Ну, значит, это все же была Это английская игра. игра. Это игра была.
Это я считаю, что это была игра. Ты сам оккупирован. Как ты можешь поехать в других стран, когда ты сам оккупирован? Кто тебя позволил? Кто тебе позволит освободить? Ну вот, исторически уже действительно подтверждено, что Египет-то как раз мало принимал участие в помощи палестинскому народу. Ну, возможно, во время Насера, когда уже Гамал Абдель Насер, когда освободилась Египет от оккупации Великобритания, в 1952 году, кстати, а Израиль создан в 1948, то есть в 1947 провозгласился, в 1948 создали 15 мая Израиль. А Абдель Насер еще не был, Гамал Абдель Насер не был президентом Египта. Поэтому после 1952 году, когда освободилась Египет от Великобритании, ну, могла играть какую-то роль. Но они поддерживали тогда сектор Газа и так далее. Но они вместе с Иорданией, Египет взял сектор Газа под своим контролем, Иордания, западный берег реки Иордан и Иерусалим. Они же могли тогда собрать палестинцев туда и создать государство временное для палестинцев на часть земель своих. Пока освободится остальная территория, но они этого не сделали. Да. Да, Иордания-то она как раз относилась, хотя он даже приглашал, звал точнее палестинский народ. Но Египет-то ведь холодно отнесся. Но оба они государства Палестины не создали, хотя можно было создать. Можно было, да, и разместить все эти народы, защитить. И защитить. Но они этого не сделали, поэтому мне сейчас трудно это оценить, дать оценку, но история даст хорошую оценку этой события. Но что нам, палестинцам, ожидать от выборов? Мы ждем соблюдения, ждем, чтобы голос Палестины, который сейчас народ выберет, чтобы Израиль разрешил палестинцев, которые живут в Иерусалиме, участвовать в выборах, потому что там живут 300 тысяч палестинцев. Понимаете, они им не разрешают участвовать в выборах, чтобы весь палестинский народ и палестинцы, которые в эмиграции, чтобы участвовали тоже, 15 миллионов. И тогда это мнение, кого они выберут, должны обращаться в Организацию Объединенных Наций, чтобы они приняли решение о том, что надо соблюдать все резолюции и вывести израильских войск с оккупированной Палестины, и сейчас должна поддержать. Я тогда это пойму. Ну, и должна оказать помощь. Да, Израиль, наверное, как раз будет противником. Будет противником. Вот Израиль до конца требовал от Трампа, чтобы он напал на Иран. То есть разжег войну. А Иран на границе России. То есть Израиль без войны жить не может. Ему нужно всегда кровопролитие, ему нужно всегда войны. А что это за... Это же как раковая опухоль воевает с организмом. Внутри себя там появляется химия делает, там появляется, там разрезает. Да что такое? Трамп-то и за все 4 года он все время санкциями... Санкции против России, санкции против Ирана, санкции. Он против всего мира держал санкции. А что за... Чем он занимался? Вот даже знаете, что сейчас говорят? Говорят, что это Путин. Путин туда сделал так, чтобы Трамп выиграл, чтобы разрушить Америку. Его называют Горбачев Америкой, что благодаря ему теперь раскол в Америке. Что Америка рухнет скоро, потому что он расист, занимался расовой дискриминацией, не любил чернокожих и желтокожих, он только своих белых наций и так далее. То есть он практически сделал самый большой раскол в истории США. И вы посмотрели, что натворили в Конгресс. Это страна как банановое государство, как в стране третьего мира. Там напали на Конгресс, всего поддержка. Человек, который пришел как будто путем ящиков, голосования выборов, не признает выборы, говорят фальшивные. Как фальшивные, если ты сам глава государства? У тебя все ведомства, все министерства в твоих руках. Как это, кто мог фальсифицировать выборы, когда ты сам всего руководишь? Ну что, доктор Басал, время у нас как бы истекает. Да. И коротко скажу, что мы, палестинцы, любим мир, любим жизнь, хотим жить, как все народы мира, в мире, в дружбе, в согласии, свободны от рабства, от оккупации, и играть свою роль, продолжать его в мировой цивилизации, в укреплении взаимопонимания, любви и защите мира на земле. Ну, спасибо вам, удачи. Всего доброго. Спасибо за интервью. Спасибо вам, дорогой. Спасибо. Спасибо, Олег. Государство существует. Хочет этого кто-то или нет.
Кто хочет, тот хочет, как говорится, а кто нет, тот нет. هذه الدولة الفلسطينية كانت قائمة Палестинское государство существовало قبل إسرائيل до Израиля. ثم جاء قرار التقسيم Затем было решение قسمها إلى دولتين о разделе территории Палестины на два دولة государства. فلسطينية На палестинское государство, القديمة то есть прежнее государство, старое, ودولة إسرائيل. и государство Израиля. ونحن قبلنا لما قبلنا السلام Мы приняли это, когда мы согласились с миром, على أساس دولتين. с этим решением на основании наличия двух государств. والآن А сейчас جميع الإسرائيليين بما فيهم все израильтяне, يتكلمون عن الدولة в الفلسطينية. том числе даже экстремисты, говорят о палестинском государстве. Это значит, что палестинское государство существует. لا تنسى Не забывайте, إنه الدول التي تعترف что государства, которые признают независимое палестинское государство, أكثر من الدول التي تعترف بإسرائيل حاليا. их больше, чем тех, которые признают Израиль в настоящее أكثر время. من 130 دولة. То есть 130 государств мира признали наше государство.